История, язык, культура, менталитет. Мнения экспертов, деятелей и заинтересованных граждан о том, что такое быть белорусом. Идентичность. Добрый день! В эфире программа «Идентичность». В ней мы попытаемся представить понимание белорусской национальной идеи историками, государственными, гражданскими, военными, религиозными и культурными деятелями Беларуси, а также простыми гражданами страны. У микрофона Арсений Ермолович. Какую роль играет философия в формировании идентичности? Есть ли в Беларуси национальная философия? Какие имена нам следует знать? Что такое Институт философии и чем он занимается? На эти вопросы нам ответил заместитель директора по научной работе Института философии НАН Беларуси, кандидат философских наук Андрей Дудчик. В этой передаче мы поговорим о самом институте, его истории и функциях, а также о самых актуальных проектах, рассказывает Андрей Дудчик. Идентичность. Скажите, пожалуйста, о том месте, где мы сейчас находимся, вот Институт философии, может, немного о его истории и какие функции он выполняет? Наш институт имеет достаточно давнюю историю. Он был создан в 1931 году, и через 2 года мы планируем отмечать 90-летие Института философии. Если смотреть исторически, то это учреждение, оно на самом деле не ограничивалось только философскими проблемами. Долгое время институт назывался, скажем, Институтом философии и права. Какие-то юридические вопросы научных позиций здесь тоже анализировались. Можно вспомнить, что, скажем, в советское время социологические исследования также развивались в рамках философии. То есть, если говорить о деятельности института сегодня, то он занимается в основном такой фундаментальной научной деятельностью. Мы регулярно публикуем монографии по самым разным философским вопросам. У нас есть ежегодный журнал, который называется «Философские исследования». К слову, это единственный научный журнал в стране, который посвящен вот именно философской проблематике. Философские статьи, конечно, печатают и в других журналах, но вот наряду с какими-то другими социальными и гуманитарными дисциплинами. При институте функционирует аспирантура и докторантура. Мы, соответственно, готовим тоже специалистов в разных научных областях. У нас есть совет по защитам, ну и регулярно проводим разные научные мероприятия, круглые столы, конференции и так далее. В нашем институте есть несколько таких крупных подразделений или научных центров. Ну вот я могу вкратце назвать, наверное, каждый из них. Это центр, который занимается социальной философией и философской антропологией. Ну вот вопросы социальной философии, развития общества интересуют специалистов в первую очередь. Кстати, при этом же центре есть группа исследователей, которая занимается социальной экологией, тоже такое достаточно устоявшееся уже направление исследований. А у нас есть отдельный центр, который называется Центр междисциплинарных исследований. Специалисты, соответственно, работают над синтезом подходов различных наук, потому что, я думаю, это уже не секрет, что в современном мире наукам тесно в каких-то дисциплинарных границах, дисциплинарных рамках, и для того, чтобы получить принципиально новые исследования, необходимо объединение усилий разных дисциплин. В частности, коллеги из этого центра этим и занимаются. Кстати, им больше нравится немножко другое название, не междисциплинарные, а трансдисциплинарные исследования. Они считают, что это более удачно, более полно отражает то, чем они занимаются. Есть отдельный центр, который занимается историей и философией. В данный момент он в большей степени сосредоточен на изучении истории философской мысли Беларуси, хотя и какие-то другие историко-философские исследования и сравнительные, компаративные исследования в нем тоже представлены. Есть центр глобализации, интеграции и межкультурного сотрудничества. В принципе, в нем сотрудники занимаются тем, что можно назвать философией международных отношений. Они пытаются разрабатывать какие-то философские основания для того, чтобы белорусское государство достойно занимало свое место на международной арене, было включено в какие-то глобализационные процессы, не утрачивая при этом свою субъектность и национальную культуру. У нас есть Центр управления знаниями и компетенциями, который занимается изучением того, что можно назвать современные социальные технологии, и пытается проводить какую-то экспертизу, как эти технологии
технологии влияют на современное общество, на современную культуру, и каким образом их можно в наилучшей степени внедрять в современные белорусские реалии. Ну и, наконец, вот недавно был создан тоже такой междисциплинарный, наверное, центр философии, литературы и эстетики. Как видно уже из названия, специалисты тоже работают на стыке разных дисциплин и пытаются соединить достижения философии и исследований литературы. Кроме того, у нас есть такая тоже специальная структура, она называется структура кластерного типа или Центр фундаментальной и практической философии, который объединяет усилия не только сотрудников института, но и представителей других учебных заведений, ведущих белорусских университетов, кафедр философии, которые существуют в этих университетах. Это вот такой центр, который объединяет философское сообщество. Одна из таких перспективных, на мой взгляд, направлений философской деятельности – это то, что называется практическая философия, попытка использования философии для более широкой аудитории, о чем мы тоже с вами вспоминали, то есть попытки некого такого философского консультирования, может быть, попытки изучения философии с представителями разных аудиторий, разных возрастных групп и так далее. Кроме того, у нас есть такое общественное объединение «Белорусское философское общество», которое тоже, в общем-то, объединяет людей, которые интересуются философским знанием. Это, кстати, могут быть не только профессиональные философы, но вот просто люди, которым это интересно, они тоже могут присоединяться к этому обществу. Кстати говоря, при обществе существует дискуссионный клуб, который с этого октября возобновляет свою работу. В принципе, все желающие тоже, я думаю, могут посещать мероприятия, проводимые Белорусским философским обществом. А философское консультирование – это такой психоанализ, но философский? В каком-то смысле да. То есть, если проводить какие-то аналогии, то это в чем-то похоже на работу психолога, может быть, психоаналитика. Другое дело, что философское консультирование имеет тоже достаточно почтенную историю. Если вспомнить каких-то древних, например, философов, они тоже во многом занимались философским консультированием, то есть, может быть, это не называлось именно такими словами, но, тем не менее, смысл их деятельности был примерно такой. Возвращаясь к междисциплинарным проектам, нет каких-то чисто именно проектов, связанных с другими институтами в рамках Академии наук? Это только в центрах самого Института философии такие проекты осуществляются? Нет, на самом деле у нас достаточно много проектов, потому что, по большому счету, я думаю, что большинство из наших проектов, они носят такой междисциплинарный характер, и консультации специалистов в тех или иных областях, они, в общем-то, нужны. Если говорить о каких-то совсем уже междисциплинарных направлениях исследований, то это проект «Этнофилософия», который я уже упоминал, он носит такой явно выраженный междисциплинарный характер, привлекают и филологов, и историков для его выполнения. Опять же, у нас есть традиция определенных исследований в области биоэтики. В ней мы тесно сотрудничаем со специалистами в области генетики, биологии. Есть проект по цифровому обществу, который выполняется совместно с Институтом прикладной математики, даже Российской академии наук. Но это уже, наверное, к области международного сотрудничества в большей степени относится. А может, поподробнее о международном сотрудничестве института? Да, оно тоже достаточно продуктивное. То есть можно говорить о различных научных проектах, которые регулярно выполняются с коллегами из России, Великобритании, Германии, Румынии, Молдовы и других стран. В данный момент институт также участвует в таком крупном историко-философском проекте белорусско-польско-литовско-украинский проект по изучению как раз совместного интеллектуального наследия. Потому что, в общем-то, не секрет, что многие философы, которые творили на наших территориях, их можно отнести к разным культурам, потому что часто они, скажем, писали на разных языках, не всегда понятно, к какой этнической группе их можно отнести должным основанием и так далее. Иногда это ведет к каким-то, если не конфликтам, то, по крайней мере, дискуссиям, когда представители разных стран, они пытаются немножко на свою сторону привлечь ту или иную выдающуюся фигуру, но, то есть, на мой взгляд, это можно рассматривать и как повод для какого-то сотрудничества, то есть не обязательно делить идеи, не обязательно делить выдающихся людей, можно рассматривать их как часть
часть такого общего наследия. Ну и, конечно, здесь можно вспомнить сотрудничество с китайскими учеными, потому что у нас в институте действует белорусско-китайский центр по изучению философии и культуры. У нас есть соглашение, опять же, с рядом китайских научных центров, регулярные есть стажировки, наши сотрудники ездят в Китай, китайцы проходят обучение в нашем институте. Кроме того, у нас есть достаточно такие давние научные связи с ЮНЕСКО, и совместно с ними мы проводим целый ряд мероприятий. Ну вот и пользуясь случаем, хотел бы тоже, наверное, сказать несколько слов о деятельности Международной Федерации философских обществ, членом которой является Белорусское философское общество. И вот эта Федерация философских обществ, она каждый год проводит международную олимпиаду по философии для школьников. Мы здесь возвращаемся к вопросу о популяризации философского знания, потому что, к сожалению, наверное, далеко не во всех странах философия рассматривается в рамках школьной программы, и чтобы как-то популяризировать все же философское знание, в том числе и для школьников, вот ЮНЕСКО организует подобную олимпиаду. И вот как раз этой осенью мы будем проводить очередной отбор для участия в Международной олимпиаде по философии, и я приглашаю всех старшеклассников, прежде всего учащихся 10-11 классов, принять в этом участие. Специфика этого конкурса в том, что учащиеся должны писать эссе на разных языках, но этот язык не должен быть для них родным. То есть, скажем, участники из Великобритании или Соединенных Штатов Америки не могут писать эссе на английском языке. Это делается для того, чтобы поставить всех в более равные условия. Поэтому, если вот кто-то из учащихся испытывает интерес и к философии, и в том числе к изучению иностранных языков, кстати, кроме английского языка у нас есть возможность писать эссе на немецком или французском языке, то я вот приглашаю принять участие в этом конкурсе. Подробную информацию о нем можно найти на сайте Института философии и на сайте факультета философии и социальных наук, поэтому следите за объявлениями. В ближайшее время появится более конкретная информация. А вот по поводу национальных героев, вот этот проект, он, наверное, в какой-то степени подводит к мысли о том, что не обязательно их как-то именно делить, да, то есть вопрос об этом и не должен стоять, и это никак не принижает их ценность для той или иной национальной идеи. Национальных героев туда и культурных деятелей отношу в том числе. Да, конечно, то есть мне кажется, что они могут иметь некоторую такую двойную идентичность, и это вполне нормальная ситуация, потому что и в современном мире мы часто видим, что какого-то человека сложно отнести однозначно, определенно к той или иной культуре. То есть он, скажем, может родиться в одной стране, получить образование в другой, жить и работать в третьей и так далее. Но эта ситуация, в принципе, не новая, и в предыдущей эпохе нечто похожее тоже имело место. Это, в принципе, ничего удивительного в этом нету, на мой взгляд. А работников института привлекают, например, как экспертов в какие-нибудь вопросы именно государственного управления вообще в любой области? Да, конечно, регулярно к институту обращаются по тем или иным вопросам, потому что на институте в том числе лежат функции такой философской и гуманитарной экспертизы, потому что есть ряд вопросов, в которых требуется привлечение именно такого философского знания. Из недавних примеров можно привести экспертизу рекламы. Сейчас реклама, в общем-то, повсюду, в самых разных формах, но иногда возникают определенные вопросы, не нарушают ли какие-то рекламные сообщения и принятые, может быть, представления по морали, не нарушают ли они какое-то приватное пространство граждан и так далее. То есть и здесь, мне кажется, без философии не обойтись. Идентичность. Завершается первая часть разговора с Андреем Дудчиком. Сегодня мы поговорили об Институте философии. Во второй части поговорим о национальной философии и идее, о языке и о том, что такое быть белорусом. На этой неделе. С каждым годом Беларусь все крепче утверждает себя как восточноевропейская площадка переговоров и как региональный оплот стабильности и безопасности. Определенную роль сыграл и внешний фактор – конфликт на востоке Украины. Именно он дал возможность Беларуси стать медиатором между цивилизациями. В 2015 году подписано второе Минское соглашение с целью урегулировать украинский конфликт. Подписи поставили представители Украины, России,
ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Позже Совет Безопасности ООН одобрил Минские соглашения специальной резолюцией. Хотя 4 года стороны не соблюдали Минские соглашения, 1 октября 2019 была подписана формула Штайнмайера, которая и стала первым маленьким шагом к их выполнению. 7-8 октября проходил форум «Минский диалог», а в его рамках конференция «Европейская безопасность. Отойти от края пропасти». В пленарной сессии принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко. Эти события еще раз подтверждают, что Беларусь становится ключевой переговорной площадкой в регионе, страной, которая соблюдает нейтралитет в отношениях между Востоком и Западом. Подробнее поговорим об этом с экспертами в будущих эпизодах «Идентичности». С вами был Арсений Ермолович. До встречи через неделю. История, язык, культура, менталитет. Мнения экспертов, деятелей и заинтересованных граждан о том, что такое быть белорусом. Идентичность.